Дорогие мои друзья, подписчики, я всех сегодня поздравляю с Днем Автомобилиста. Ну, как правило, процентов, наверное, 70 из вас все равно либо имеют водительское удостоверение, либо водят автомобили, либо вы как-то связаны с автомобильным транспортом. Друзья, с праздником вас! Как говорится, ни жезла вам, ни гвоздя. Удачи вам на дорогах. Не забывайте пристегивать ремень, беречь себя и своих близких. Друзья, с праздником вас, Днем Автомобилиста, или как раньше говорили, Днем Шоферов. С праздником! Здравствуйте, дорогие мои товарищи, подписчики, друзья, также гости нашего канала. Я вас приветствую, Политгараж, как всегда, с вами. Мы начинаем сегодняшний рассказ с небольшой истории. И вы же просили меня показать здание Батобинской экспедиции, бывшее деревянное. Мы сейчас вот свернем с шоссе Кирова к этому самому зданию. Сразу вам скажу, что сейчас здесь совсем не Батобинская экспедиция. Сейчас в этом здании находится гостиница. Называется она «Полярная сова». Здания были отремонтированы, покрыты вот таким вот красивым сайдингом. Сейчас я так открою окошечко, чтобы было вам лучше видно. Вот такой сайдинг, клеточка. Вот одно здание, а вот второе здание, деревяшки. Здесь даже сделали между ними вот такую остановку. Не знаю, с какой целью, но возможно даже... Вот видите, там на балкончике, балкончик такой сделали с торца, и там люди выходят туда покурить. Место для курения, так называемое. Далее рядом находится здание Алроса спецбурения, вот, компания. Здесь в этом здании контора Батобинской экспедиции находилась. Она же, в принципе, здесь и осталась, просто у нас происходило вот эти все катаклизмы, слияния внутри компании, и предприятие Батобинской экспедиции, вот он, видите, такой с таким галереей, с такой вот, и Батобинская экспедиция слилась с Алроса спецбурения, еще что-то туда влили, точно уже не могу вам точно сказать. Вот это здание, оно, по-моему, даже кирпичное, двухэтажное. И сюда переехала Батобинка. Вот такой короткий экскурс. Это по заявкам вас. Именно по вашим заявочкам это я снял. А мы едем дальше. У меня опять есть заявки. Получается, у нас новый выпуск такой. Как это? Рубрика у меня есть такая.
Исполнение желаний. Не знаю уже какая, наверное, 15 или 16, наверное, серия будет. Ну вот, посмотрим. У нас еще с вами 2 заявочки есть. Очередная заявка у нас 40 лет октября 36Б. Что-то мне подсказывает, что мы уже бывали в этих краях. Вот, 36Б. Ну, сейчас посмотрим, потому что вот это 28, 30, 32. Это буквы А. А Бшки это у нас получается следующий ряд. Вот туда слева. Если там объехать 36Б. Сейчас посмотрим, что это у нас такое здесь вот. Вот это 36А. А следующий дом должен быть. Это вот музыкальная школа. Видите, она немножко тут сайдингом покрыта. Блин, ну вот как всегда, понимаете, вот это 36Б дом, может оказаться, что он отсутствует. Потому как здесь у нас на этом месте стоит вот эта вот распределительная эта станция. А дальше дома, они идут уже они не к улице, они идут к улице Ленина. Это уже не 40 лет октября, это уже улица Ленина. Так что вы, друзья мои, постоянно мне задаете такие интересные задачки. 40 лет 36Б. Действительно, это он. Смотрите-ка. А я думал, он к улице Ленина относится. Тот Титаник. И вот он, ваш дом. 36Б. Нифига себе. Оказывается, уцелел. Вот это да, бродяга. Ну уж простите. Не узнал. А он есть. Ну все, вот. Все, развернулись, поехали. 36Б. Заявку вашу выполнил. Скорее всего, какое-то общежитие, наверное, здесь, да? Вот 34А уже идет Ленина. А это еще 40 лет октября. Кирова. Что-то я опять пропустил. Кирова 4Б. Друзья мои, вот такая еще заявка есть. Кирова 4Б. Ничего себе. Это где-то внизу, там прямо с левой стороны, скорее всего, двухэтажки. Которые эти... Мы с вами как-то заезжали туда. Это такие блочные, состоящие из вагончиков, двухэтажки. Помнится, я же говорил как-то, у меня одноклассник Игорь Чугай. Огромный тебе привет, если ты там смотришь нас. Вот. Где-то ты там в этих домах проживал, Кирова. Внизу. Все, сейчас поедем, посмотрим. Грязюка, конечно, у нас развезло еще ой-ой-ой как. Идет и снег, и дождь, и все подряд. Так, меня пропускают. Но мы на красный попали. Ладненько. Погода 0 градусов. Ни нашим, ни вашим. Записался на мойку. Завтра посмотрим. Ребята должны принять нас в 2 часа. Потому что ночью уже будет заморозок. И завтра обещают -2, -6. Вот такие тяжелые свинцово-серые тучи висят над городом. Идет снежок. Тут же тает. Потому что 0 градусов. Ну, слава богу, вроде как плюс больше не обещают нам. Разве что на следующей неделе будет типа нулевой температуры. А к концу этой недели уже будет -16 ночью обещают. Это достаточно такой приличный перепад температуры с 0 на -16. Благо, что не за одну ночь, а постепенное будет снижение температуры. Вот, по возможности съезжу на Верхний Поселок. Там что-нибудь сниму для вас. У меня просто там есть оказия туда съездить.
Вот такие вот дела. Что еще? Ну, пишите, друзья, пишите обязательно заявочки свои. Пишите заявочки свои. Сейчас тут немножко у нас похолодает, покроется все снежком. Город будет выглядеть поприятнее, поинтереснее. Все-таки под покрывалом белым с снегом все это интереснее будет выглядеть, чем сейчас все серое такое, промозглое. Ну, сразу вам скажу, в машине тепло, меня это мало волнует. Вот. Так, что мы сейчас проехали автобазу Мирнинского ГОКа. Вот даже вот это раз, два, три, четыре, пять, шестиэтажная каланча на Алмаз автоматике. Цвет автоматика, кто помнит, показывает нулевую температуру. Вот 0. Здесь сделали автобусную остановку. Стоянка автобазы, но бывшая, теперь это автобаза Алмаздортранс. Весь транзитный транспорт здесь практически автобусы и все такое здесь стоит. И вот мы подъезжаем, с левой стороны пошли эти двухэтажные дома. Кирова 20. «12», 14, 16, 10, 8, 6, ну, наверное, где-то вот здесь будет сейчас, да? Кирова 6, Кирова 4. Кирова 2, Кирова 4. А у нас надо 4Б, по-моему, да? Или нет? Сейчас я заеду, посмотрю. Так, что нам тут пишут наши подписчики? Так, дорогие мои друзья, Кирова. Ну, где? Да елки-палки. Читаю ваши. Только что было здесь. Кирова 4Б. Елки-палки, а где у нас 4Б? 4Б, 4Б, 6А, 4, 2. Блин, 4Б-то где? Вот вы мне задали задачку, а? Блин, почему так-то здесь все? Ладно, сейчас подъедем в другом месте. Потому что вот это у нас второй дом. Вот это 4-й. А где у нас Б? Кстати, друзья мои, смотрите, вот напротив, через дорогу деревяшка, ее чего-то разбирают. Или это ремонт идет. Смотрите-ка, ее что-то расшили или обшивают. Вообще не пойму, она стояла же нормальная. Вот здесь прямо на перекрестке улицы шоссе Кирова, Ленинградский проспект. Что-то там все поснимали с нее и разбирают или собирают, или ремонт делают, вообще не пойму. Вот это да. Кирова 3, Кирова 1, наверное, это дом. Так, получается, это 6-й, это 8-й, по-моему, дома. Вот я между ними сейчас проезжаю. Сейчас мы посмотрим, где у нас Кирова 4Б. Появится или нет. Кирова 8. Блин, нету. Значит, в другом месте. Разворачиваемся. Ну, кому-то эти дома тоже интересно будет посмотреть. Может, кто-то жил здесь, в этих чудесных апартаментах по улице Кирова. Так, выезжаем опять сюда. Ну, у меня такое чувство складывается, что просто меняют кровлю и обшивают по новой. Хотя этот дом, в принципе, был недавно совсем отремонтирован. Вот, обнесли его заградительными полосами этими. И домик будут ремонтировать. Хотя время покажет. Посмотрим. Вот мы находимся на перекрестке. Улица, вот это Вилюйская, там внизу идет улица. Дальше там, вот видите, 8-я школа, вот там виднеется.
Кто учился в 8 школе, молодцы, ребята. Всем вам огромный, крепкий сибирский и якутский привет из города Мирного. Не забываем также внизу оставить свой комментарий. Так, все, поехали. Ну, мы сейчас еще с другого конца заедем. Не знаю, я там это тоже. Я знаю, что эти дома тоже не относятся к улице Вилюйской, а эти дома относятся к шоссе Кирова. Вот здесь вот такой вот есть сворот перед пешеходным переходом. Опа, опа, опа. Здесь везде бетоночка. Дорога отличная. Вот эти 3 дома, мы сейчас среди них еще поищем 4Б. Вот здесь, на этом доме, вообще нету опознавательных знаков. Он есть, но его, короче, смыло наводнение. Блин, вот это и есть 4Б, прикиньте. С моим зрением только вот... Издалека ничего не вижу. Надо к окулисту сходить. Ой. Нашел, получается. И 4Б, и 4А, и 4, или чего здесь тут? Г, блин, наверное, да? Нет, 2Б это дом. И кто-то шишигу здесь припарковал. У меня возле дома 2 шишиги. Если кому надо, приходите, друзья, забирайте. Я, правда, не знаю, чьи они, но они мне, честно скажу, вот во дворе мешаются. Блин, заняли полпарковки, блин. 2 шишиги целых. Обалдеть. Москвичок, вернее, Иж, это же Иж, да? Кто-то оставил здесь доживать свой век. Ну вот, слава богу, нашли 4Б. Ёлки-палки. Вот такой вот хороший домик. Весь покосившийся, правда, но, блин, выглядит прилично. Вот такие вот дела. Все, выезжаем, друзья, посмотрим, какие у нас еще заявки будут. Все, далее, значит, еще была у нас заявка ПДУ. ПДУшки, честно вам скажу, друзья, на ПДУшках давненько я был как-то, даже снимал для вас что-то, но не смогу найти, поэтому хотел вам просто предложить альтернативу, полистать наши видосы и найти там ПДУшки. Но я сам, честно говорю, в своих видосах уже заблудился. Где-то есть ссылки, что там конкретно, где-то нету. Стараюсь для вас как это называется, короче, эти тайминги там везде расставлять, чтобы вы могли смотреть и находить свои нужные вам объекты. А вот мы по Ленинградскому проспекту едем, сейчас свернем на ПДУшки. Друзья, огромная всем благодарность за то, что вы смотрите и подписываетесь на наш канал. Обязательно нужно подписаться на канал, потому что многие мне пишут и, короче, говорят, что я давно не бывал на канале, никаких новых видосов не выкладывал. Это неправда. Каждую неделю выходит видео, каждую неделю, а то и 2. Вот мы заезжаем в ПДУ поселочек, или как это, микрорайон ПДУ. Вот слева 2-й, далее и так далее. Тут многие уже все перестроили, друзья мои. Вот смотрите, вот направо 1-я улица уходит. Это дома ПДУ 23, 35. Сейчас до конца доеду. Злая собака. Где-то я как-то приезжал сюда на эти ПДУшки. Кто-то нам тут запчасти какие-то нам нужно было забрать. Еще что-то. О, тут совсем старенькие такие. 27-й дом. 38-й был слева. Вот тут какой-то вот сгоревший. Или просто разобрали его, заброшенный. Но никто не восстанавливал. ПДУ 28. Вот. Даже покрытый такой весь, накрытый этим. И даже пожарная емкость там есть. Не знаю, работающая она или нет. Сейчас мы здесь попробуем развернуться, потому что ПДУ тут очень тесно, надо сказать. ПДУшки. Проезды очень тесные. Благо у нас тут камера нам позволяет как-то это дело хотя бы помогает, короче говоря. Вот 38-й. Ну, выполняю все ваши заявки, стараюсь, во всяком случае. Вот выбрался с работы, у меня тут 5 минут свободного времени, полчаса вернее. И думаю, дай прокачусь
сниму для вас ваши ПДУшечки. Тут вот тупичок небольшой, и поеду туда, на дальнюю, на крайнюю улицу. Слева 5-й дом, 5-й, потом 7-й ПДУ, 57-й справа, там какие-то гаражи, туалеты, ну и что тут, вот еще тут куча машин, конечно, стоит. ПДУшки 47-й. Уж не обессудьте, если ваш дом случайно 48-й не попадет случайно ваш дом в кадр, может его просто уже не существует, друзья мои, извините. Время идет, все меняется. Без номеров. 51-й. Здесь кто-то вот гаражик себе пристроил. Вот 63-й дом. Ну и все, и тупик. Приехали. 64-й в конце. Достаточно, получается, много домов. 64 или 65, да? Напишите, пожалуйста, в комментах, сколько было всего домов на ПДУ. 62-й. Сколько их всего было? Потому что некоторых уже домов просто нет. Кто-то прикупил соседние и объединил в один. Кто-то расширился. Кто-то просто дома снесли. Их просто нет. Так, выезжаем, выезжаем. Вот 7-ка. Там прямо целый гараж такой с углублением туда, прям вглубь, видите, люди. Вот 5-й дом. Вот тут целый дворец кто-то себе. Номер 4, по-моему, да, дом? Или 2. Ну, короче, вот тут как-то так. Все, выезжаем на Ленинградский проспект и едем дальше. На геолог. Друзья, я в такую погоду, если честно, ну, просто не поеду в геолог. Зимой съезжу. Или просто отлистайте прошлогодние мои зимние репортажи. Там все дома были. Я весь поселок объезжал. Большей частью все дома там присутствуют. Посмотрите, если вам не лень, ну что там, как-нибудь холодными зимними вечерами выведите на телевизор YouTube и посмотрите там ролики мои. В принципе, в геологе мало что изменилось, практически ничего. Поэтому, друзья, отлистайте и посмотрите туда. На геолог не поеду, там в такую погоду делать нечего. Там грязюка такая. Тут в городе-то грязище, вот мама не горюй. А завтра еще все подмерзнет и будет гололед такой, что... Подписчики наши поехали. Рома, тебе привет. Сейчас заглянем в магазин Каспий. Мне надо, честно вам скажу, просто немножко яблочек там купить. Заодно посмотрим, почем там яблоки. Я вообще уже вам все это показывал, все снимал. Я думаю, там принципиально мало чем цены отличаются по городу. Там от 170 до 250 рублей за килограмм яблок. Яблоки везде разные. Краснодар в основном. Очень много бразильских. И, по-моему, еще какие-то импортные яблоки были. Ну вот это, в принципе, очень неплохие такие яблоки были. Потому что урожая, скорее всего, свежего. Зимой, конечно, будет похуже. И яблоки из Азербайджана, и мандарины, и так далее. Это все вот как-то оно уже будет такое не очень хорошего качества. Пока вот все, что успели завести по навигации. Вроде навигация уже закончилась. Последние суда уже отошли от причала, уплыли назад в Усть-Кут. Насколько я понимаю, потому что даже на реке Лена уже появились забереги и лед. Смотрел Олеся Петровича, значит, река Марха вся замерзла, есть кое-какие трещины еще на льду. Вилюй практически тоже уже забереги везде, кое-где. Ну, посередине еще там вода течет. Ну, в целом, вот эта небольшая оттепель как бы отодвинула полное замерзание рек.
Но озера позамерзали все. Река Ирелях у нас замерзла тоже, я вам показывал вчера. Вот КСМ слева. Смотрите наш ролик. Я специально пролетал над КСМом. Было очень много заявок по поводу КСМа, кто там работал. Работает он, не работает. Нет, он просто стоит. Но на самом деле там что-то происходит. И туда завозят строительные материалы. Вот этот песок, щебень, отсев, там различные вот эти. И складируют там. Как они их используют, я не знаю. Но как-то используют. На территории КСМа я движухи никакой особой не видел. Работают там какие-то цеха или нет? Вроде нет. Смотрите видео, там где все с высоты птичьего полета, квадрокоптером мы снимали, пролетали этот район полностью, вот где вот КСМ, потом вот этот Умех, там ниже Заводской переулок, потом вот это с правой стороны у нас все эти улицы Фрунзе, там Лазо и Бабушкина, в общем, Некрасова, вот эти все улочки мы с вами облетали. Смотрите, кто не видел, чуть-чуть назад отлетайте, отлистайте, посмотрите. Там есть прям целый ролик, там все видео только с квадрокоптера практически. Все, магазин Каспий. Сейчас мы здесь с вами что-нибудь посмотрим. Дабы машину припарковать-то вот здесь. Есть местечко. Также тут есть Алькомаркет. Алькомаркет не пойду, там ничего интересного нет. Так, виноград черный за белого 220 рублей, красный 220 рублей, лайм 465 рублей, авокадо 710 рублей. Вот появились мандарины, как я вам говорил, свежие. 300 рублей все виды вина, это мандаринов. Манго. А почем манго, кстати? Манго 360 рублей. Помните, да, я видел по 710. Так, что тут? Помидоры. Авиадоставка 430 рублей. Огурцы то же самое, 365 рублей. Это что такое у нас? Кукуруза. Кукурузу не надо нам. Лук 65 рублей. 65. Конференция груша 270 рублей. Яблоки Гава 180 рублей. Так, и Азербайджан 215 р. Вот эти 205. Хлеб белый Каспий 42 рубля. Видимо, своя есть. Пекарня. Лаваш кунжутом 39 рублей. И даже какие-то пиццы есть с грибами. 70 рублей. Вот молочко. Молочко полдень. Ну вот тут есть цены. Семенишна 85 рублей. Млада. 65 рублей. Вот такая. Мука 500 рублей. Сахар 90 рублей килограмм. Друзья, погода сделала такой кульбит. Засыпала все нахрен снегом. Ветер, метель. Это что, слышите, да, как ветер? Второй кольчик. Все так же Рудник Мир. Это, да? Это поворот. Рудник Мир. И, как обычно, веселая лестница мимо фонтанчика. Второй этаж, медцентр. Вот и все. Вот такой сертификат нам выдали. Все, теперь пожизненно вакцинированный от COVID-19. Посмотрим, что как. Жизнь, как говорится, покажет.
многие, конечно, очень резко отнеслись, даже в комментариях к моей первой прививке. И не только у меня, многих моих знакомых блогеров, которые также вакцину себе поставили, у них тоже были отрицательные, между прочим, комментарии. Ну, дело, как говорится, индивидуальное, каждому свое. Кто хочет вакцинироваться, кто не хочет, как говорится, желаем здравствовать. Переходим дорожку. Здесь такая неудобная, блин, это переход такой неудобный. Нафига вообще не сделали вот это? Куда-то в лес туда нужно идти, что ли? Вот же есть парковка, стоянка, там должен быть спуск туда. Они что попало сделали. Все, едем дальше. Вы, конечно, понимаете, что ролик я снимаю не за один день. Просто сюда входит очень много сюжетов, снятых в разные дни, в разную погоду. Погода на наших роликах меняется кардинально. Машина наконец приобрела свой первоначальный вид. Наш блогер-мобиль был помыт, высушен как следует. Вот, сейчас видите, какая пурга, блин, собрались на улицу. А тут такая пургинь. Ёлки-палки, что же делать-то? Ну, начнем с новостей. Счастливого пути. Спасибо. Спутники найдены? Спутники найдены. Все, молодцы. Так вот, новости. Значит, в нашем городе все-таки ввели этот локдаун, или как он там, Макдак. В общем, все это фигня. И началось все с того, что в некоторых магазинах стали требовать от покупателей эти QR-коды. Ну, конечно, это все было предвидено. Продуктовых магазинов это не касается. И куда касается тогда? Я просто напишу туда в прокуратуру на вас. Давайте идите сразу. Прямо Где у вас идите. постановление, что вы Здесь. запрещаете? Запрещаете? Ну где? Вот здесь, вот написано. Идите вот Что это? смотрите. Что это такое? Это просто вы можете сами написать вот это. Где постановление? Постановление где? Идите в прокуратуру, Егор, идите. У нас Магазин там «Транзит». всем Магазин «Транзит» не продают уже продукты Да. первой необходимости не продают без QR-кода. Это принудиловка, это, блядь, дискриминация. Вы знаете, что это уголовное дело? Угловно, идите тогда. Вот, увода есть. Вот не именно на вас, а вот на вашего хозяина может завести. Давайте. Понимаете? Покажите мне документ, на котором вы основываетесь и можете не продавать мне продукты первой необходимости. Покажите мне документ. Идите. Продуктов ничего не продам. Если без QR-код, ничего не могу помочь вам. Вы сами-то привиты? Конечно. У вас есть QR-код? Конечно. Покажите мне QR-код. Я покажу. Покажите мне QR-код У вас есть ваш удостоверение? ваш QR-код мне покажите. Удостоверение есть? Покажите ваши паспорт, все это покажите, я вам покажу. Вы А не при чем имеете здесь мой права. паспорт? Паспорт я могу потратить, только показывать сотрудникам, только и все, по определению. Сотрудника. Вы кто вообще? Я Кто? покупатель, обычный Вы покупатель, да. идите, на улице написано везде. Смотрите, прочитайте. Что я придумала, что ли? Вы тоже понимаете хоть? Это вы, кажется, не понимаете, в чем Конечно, дело. я не понимаю. Без маски еще я понимаю, но Без маски, продукты конечно, первой без необходимости маски без стоите, QR-кода еще вы должны говорите. продавать. Это вот произвол. Давайте, снимайте, там все. Магазин «Транзит». Не продают продукты первой необходимости. Причем здесь пиво? Я вас сигареты спросил. Сигареты тоже не продаем. Без QR-код никак. Тот же даже самый хлеб. Хлеб продадите? Хлеб тоже не продаем без QR-код. Слышали, да? Люди, конечно, многие не готовы к такому переходу событий. Я считаю, что это вообще жесть полнейшая и глупость со стороны наших властей. Ну, не хочешь ты прививаться, как говорится, не прививайся. Хочешь,
Привет, Вася. Дело такое. Ну, требовать QR-коды в магазинах, это, конечно, фигня. Человек пришел, и все продукты первой необходимости, конечно, должны быть проданы ему. Хочешь ты того или не хочешь. Хлеб, масло, сахар. Я уже не говорю про виноводочные изделия. Должны быть реализованы вне зависимости, есть у человека QR-код или нет. Это просто вообще нарушение прав человека, я считаю. Это, полнейший бред. Вот, сейчас смотрите, что творится на улице. Это какой-то кошмар какой-то. Это все, конечно, фигня чистейшей воды. Полная ересь. Мы сейчас поедем по магазинам и посмотрим, будут ли у нас в магазинах продовольственных требовать QR-коды. Значит, все промышленные, промтоварные магазины закрыты. Сейчас посмотрим, закрыт ли рынок. Ёлки-палки, это что ж такое? Вот это да. Закрыт ли рынок, за какие магазины закрыты, какие открыты. Вчера мне сообщил один товарищ, сосед мой, грубо говоря, что хозяйственного назначения магазины закрыты. Он не смог, а он тут как раз думал на эти 7 дней затеять ремонт, пока на работе, как говорится, тоже локдаун. На работу никого не вызвали. Это пипец, смотрите, что творится. За 5 секунд залепило все нафиг снегом. Вот это да. Вот. Думали заняться ремонтом, а как оказалось, что запасаться надо было заранее, до того, как объявили эти праздничные дни. Всех предупреждали, что магазины будут закрыты, дабы избежать столкновения, скопления людей, чтобы люди не встречались вообще никак, никто ни с кем, потому что пандемия выросла до немыслимых размеров. Во всяком случае, так говорит статистика, так говорят наши правители и руководители. Вот, сейчас мы едем и посмотрим, что там где в городе, что творится. Ну, то, что уже, творится, вы видите, да, такая погода. Вот 5 минут назад ничего не было. Вообще ничего. Все было чисто. Едем. Континент, торговый комплекс. Что-то начали ремонтировать. Какое-то утепление зимой затеяли. Сейчас посмотрим, что там внутри ДНС, работает или нет. Что ты говоришь? В связи с объявлением локдауна магазины на 2-м этаже не работают до 8 ноября 2021 года. А на 1-м этаже работают. Ну, то бишь, ДНС не работает. И здесь тоже. Работает только магазин хозяйственного назначения, то есть первой необходимости. Корзинку возьми. Лучше посмотрите, у нас есть еще одна. Есть. Пока ничего не надо. Мне. Магазин Ермак работает. Ермак работает. И даже виноводочный магазин работает. То есть продовольственные магазины работают. А здесь все закрыто. Только входная дверь открыта. И хозяйственный магазин один работает. Такой недавно открылся бир-маркет. Он как бы был, но тут просто была площадка и был вход в магазин. А тут пришпандорили к нему вот такое вот помещение, сделали бир-маркет. А мы идем не в него, конечно же. Не бир, ничего не потребляем. У нас вот долина Автохимия. Она открыта. Вот посмотрим, можно ли здесь QR-код. Товары
хозяйственно-бытового значения, первой необходимости. Здесь тоже QR-коды не требуют. Магазин Долина. Итак, мы на рынке возле нового торгового центра Армада. Рынок юбилейный. Сейчас посмотрим здесь, как обстоят дела с QR-кодами, как обстоят дела с магазинами. Рынок открыт, но закрыты все вот эти маленькие отделы с барахлишком китайским. Ну, как обычно, значит, продовольственные товары открыты, алкомаркеты открыты, без них никак. И посмотрим, что сейчас внутри, потребуется ли с нас QR-код. Никаких объявлений нету, все нормально. Магазин номер 9. Цены я в этот раз не освещаю, тема другая. Погода, конечно же, в Якутии меняется молниеносно, буквально вот, ну, я вам скажу, 40 минут назад мы снимали с вами метель и различные там, все, что с этим связано, сильнейший там ветер, метель, снег, короче, тучи черные, низко висящие над городом. Сейчас посмотрите, где эти тучи, а их уже давным-давно нету. Все, мы едем вот с вами по центру города, проезжаем площадь Ленина, улицу Ленина, перекресток Ленинградским проспектом, бывший магазин «Обувь», кто помнит, с левой стороны, видите, вот он. Сейчас тут в нем, конечно, всякие другие магазины, типа «Мам, купи», продовольственный магазин. Здесь, в этом магазине, я даже и не помню, что было вот с этой, с левой стороны. Если тот был обувной, то этот, не помню. Кто помнит, напишите, пожалуйста. Вот рядом с институтом Якут-Днепроалмаз, трехэтажка. Какой магазин был в этом? Возможно, даже был магазин, как же там, типа культспорттовары, что ли. Помню, что мой первый бобинный магнитофон был куплен в одном из этих магазинов. Вот конкретно каком, не помню. Сейчас мы с вами едем через переулочек в сторону улицы Советской. Сейчас по дворам улицы Советской опять проедем. Первая зимняя съемка в этом году этой улицы. Ветер сильнейший, пораскидал мусор, пакеты какие-то по всем дорожкам, по всем тротуарам. Вот Дом культуры «Алмаз», памятник ветеранам-афганцам. Вот она, наша телебашня. И выезжаем на культспорттовары. Здесь магазины некоторые открыты, некоторые закрыты. Вот люди бродят, ходят, пытаются, видимо, куда-то зайти. Магазин «Альфа» понятно, что открыт, потому что там продовольственный. Мега, не знаю, Мега, наверное, закрыт сегодня. Здесь чисто не первой необходимости магазины, а нам нужно зайти в магазин «Полюс». Здесь посмотрим, есть что-нибудь открыто или нет. Ну, в «Полюсе» тоже все закрыто. Сам магазин-то как бы открыт, кроме 2 павильонов всего лишь. Один из них где-то там. И один вот здесь на входе. Парфюмерия, бытовая химия. Можно поиграть в автоматы. Банкомат работает. Вот этот отдел работает здесь. Ага, вот там отдел тоже открыт какой-то. Но там я точно знаю, что там Долина магазин. И он открыт. Это хозяйственный магазин. Ну, друзья, узнаете?
Toyota Ractis. Заметьте, вот этот автомобиль. Это прошлый мой автомобиль. Кто-то его купил у меня. И этот автомобиль имеет абсолютно одинаковую базу. То есть это Toyota и это Toyota. У этой двигатель 1.5 1NZ. И у этой такой двигатель. Это 4 ВД и это 4 ВД. Оба на вариаторе. Интересно, да? Хотя кузов этот в 2 раза больше. Ну не в 2, но в 1,5 раза точно. Что у нас еще с советской? Людей практически нету, как вымерло все. Никто не ходит никуда. Никто никуда не ездит. Едем. Фух, вот такие вот дела. Интересно так встретить в городе свой автомобиль бывший. У меня их здесь 2. И где-то за 10 лет примерно это все произошло. Я поменял 3 автомобиля. Такой с небольшой нарастающей. И все 3 были абсолютно одинаковой ходовой частью. Toyota Porte, Toyota Ractis и Toyota вот этот Sienta. У всех 3 одинаковые. Вот эти все были 3 двигателя одинаковых, 3 одинаковых трансмиссии. Все было абсолютно одинаково. Только был другой кузов. Вот. Toyota себе не изменяет, конечно. Они молодцы. Они этот двигатель выпускают уже лет 20, наверное. Двигатель и трансмиссию вообще практически без изменений. Просто кузова на них ставят другие, более там комфортабельные, более такие напичканные там всякими электроникой. Но это все зависит от комплектации. А в целом абсолютно тот же самый автомобиль. Вот как-то так. Смотрите, небо все яснее, яснее, даже солнышко выглянуло. Обалдеть. Вот погода, я вам говорю, в городе Мирном меняется молниеносно. Буквально вот все, там уже было такая пурга. Думали, ну все, заметет нашего брата тут. Будет нам, как говорится, Вальпургиева ночь. А нет. Все быстро рассосалось, куда-то все раздуло. И на улице прекраснейшая погода. При этом я вам скажу, всего лишь минус 1 градус, друзья мои. Вот такая прекрасная погода в нашей столице Алмазного края. Смотрел, конечно, на всякие разные новости по Алмазному краю. Друзья, огромный вам всем привет, кто снимает этот чудесный канал. Всем режиссерам, операторам и, конечно же, девчонкам, мальчишкам, которые снимают это все и комментируют. Вот, друзья, огромное вам спасибо. Смотрю ваш канал с удовольствием. Вы, как всегда, освещаете самые последние новости, все, что творится в алмазной столице, как говорится, в Мирнинском районе и так далее. Вот. Идут предварительно разговоры, выборы, можно сказать и так, главы администрации Мирнинского района. По-моему, около 11, кандидатов у нас имеется. Многие даже собирают по городу голоса, открывают какие-то регистрационные пункты. Не знаю, как, знаете, как в Америке оппозиционные партии там ведут постоянно предвыборную какую-то борьбу. Друзья, конечно, выбор каждого, кто хочет выбрать кого, кто хочет видеть кого в качестве главы администрации Мирнинского района, я бы сказал, наверное, выберут все равно того, кого нужно. Тут, что бы вы там ни творили, что бы ни собирали, какие голоса, все равно никто не выберет дядю Петю, слесаря, автослесаря какого-нибудь, или дворника Михаила Андреевича, самого движенца какого-нибудь. Нет, друзья мои, конечно же, будет, скорее всего, один из руководителей, из тех, у кого действительно уже работа была связана с руководящей деятельностью. Поэтому, друзья мои, эта должность у нас не выборная. Ну, выборная она только на бумаге. А на самом деле это у нас должность, которая будет назначена сверху.
Поэтому посмотрим. Вот я вам говорю, что скорее всего будет Басыров выбран на эту должность. Хотя, как говорится, чем черт не шутит. Едем дальше. Друзья, на этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Огромное всем спасибо, что вы нас смотрите, поддерживаете и ставите внизу жирнейшие лайки. Вот обязательно ставьте его внизу. Так, чик-чик-чик-чик внизу. Нажали один раз и достаточно. Друзья, все, до новых встреч. Желаю всем здоровья, счастья на нашем канале. А тем более сегодня день автомобилиста. И всем автомобилистам обязательно счастья, здоровья, успехов, ни гвоздя, ни жезла, как говорится. Молодцы, что смотрите наш канал, что подписывайтесь, еще раз повторюсь, да? Все, давайте, до новых встреч.